Добрый день. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Дорога. Зеркало, вся наша жизнь, она состоит из мгновений. И вот это мгновение вы вернуть не можете. Так ведь? Но мы едем за рулем. Мы смотрим дорогу. И это мгновение мы возвращаем через зеркало заднего вида. Мы за рулем... И посмотрел и опять поехал. Посмотрел, опять поехал. Посмотрел, опять поехал. Это мгновение нашей жизни. Из этого состоит наша жизнь. Вот. Поэтому основное осталось зеркало и дорога. Да. Этот концерт для болгарского певца Бедроса Киркорова по-своему юбилейный. 10-й концерт в нашей стране он посвящает 40-летию Победы, и сбор от него, как и от предыдущих, адресует на сооружение памятника Победы на Поклонной горе. Я так с Россией породнился, она мне словно отчий дом. На русской девушке женился, и сам теперь я стал отцом. Мой сын спешит ко мне навстречу, и я в глаза ему смотрю. Негромко, ласково, сердечно, как тот танкист я говорю. Сынок, сынок, как тот танкист я говорю. Сынок, сынок, по-русски сыну говорю. 1974 год было. Узнал в вечерке, газета вышла, что на Поклонной горе будет построиться вот этот монумент. Я говорю: Вика, я хочу делать 40 концертов бесплатных. Это был февраль месяц, до сентября 1974 года. И все эти деньги перечислить на фонд памятника. Вот так. Поэтому мы молодежи говорим. В Москве здесь же много национальностей. По одному татарину судится потом о всей нации. Хочу сказать, что по отношению к татарам, я еще, знаете ли, времена, скажу сейчас, 70-х годов в Измайловский парк. Был Сабантуй у нас там. Да. Вы всегда все на татары аккордеонах собирались. играли, на этих маленьких, маленьких, одноплечих аккордеонах играли. Я ходил вместе с ними, сидел на скамейке и слушал татарских песен. Белеет ли в поле пороша, 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 белеет ли в поле пороша, и льгут ливни шумят. Стоит над горою Алеша, 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 стоит над горою Алеша, болгарий русский солдат. В гостях у бабушки. И здесь самое интересное, что за нами всеми в жизни всегда кто-то наблюдает. Это бабушка только. А вот оказывается здесь кот. А, Да. Вот мы иногда не замечаем, что за нами наблюдает кот,
за нами наблюдает собака. Вот вы видели где-нибудь старая церковь или старый каменный дом, и там растет дерево, береза там или дерево. Это называется охота, тяга, воля к жизни. Воля к жизни. Вот эта картина посвящена вот этому. Воля к жизни. Что уже засохло дерево, да? Оно Да, стоит, ничего нет. но внутри осталась душа, вот эти глаза, все равно воля к жизни остается. Два исторических места в Татарстане. Это Булгары и Свияжск. Вот. Свияжск, это значит, когда это остров, туда приплыл на лодках Иван Грозный. И там сначала делал крепость. И это одна из первых таких старых церквей там, деревянных. Там он, значит, все это готовился, и потом перед завоеванием Казани. И вот там наш президент Шамиев, это все под его, значит, кураторством, он там сделал очень хороший на острове такой музей-остров. Вот Александр Сергеевич Пушкин, а на острове Буяне, это вот это вот. Вот мы хотели вам от штаба подарить вот такую книгу «Свияжск». Спасибо. Да, потом посмотрите. Ой, какой отец. И вот такую эту. И вот у нас президентом Татарстана был Табеев. Он татарин, да. Он возглавил республику, когда ему было 31 год. Он за 31 год построил столько городов, построил КАМАЗ, построил столько нефтехимии, всего много построил, да. И потом вот он, приехав в Москву, начал объединять всех земляков вокруг себя. Хотел он, вот он врачей отдельно там собирать, он хотел их по карьерной лестнице, чтобы все татары, не только татары, все выходцы из Татарстана. Из Татарстана. Да, и вот он, значит, их объединял, их собирал, и, значит, он организовал вот этот штаб.